К столетию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Виктора Кинзировского в 31-й школе столицы организовали выставку. Примечательно, что о подвигах этого солдата могли ничего и не узнать, если бы не маленький мальчик Дима Чашин. Благодаря ему о герое войны стало известно всем. Памятная история в сюжете Анастасии Кобызевой. Даниил Чащин рассказывает историю, которая началась 14 лет назад. Тогда его брат Дима нашел на берегу реки боевой орден Красной Звезды. С тех пор начали искать обладателя награды. Долгожданный ответ пришел из архива Министерства обороны России. Владельцем ордена оказался Виктор Борисович Кинзировский, 1918 года рождения. Я даже думал, не притекла ли она сдалека, но она никак не могла с тех мест притечь просто. Вот так она истертая, вообще вся, видно, что долго там очень лежала. Как выглядел Виктор Борисович, никто не знает. Ни одной фотографии найти не удалось. Известно, что Кинзировский был командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Война для него закончилась 13 мая. В свой день рождения он освободил Прагу. В 60-х годах оказался в Якутии. До 80-летия не дожил 1 год. Этот человек совершил много подвигов, и он был награжден многими орденами и медалями за это. Освобождал он у нас много населенных пунктов. В последние месяцы войны Виктор Борисович отличился 4 раза. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями за победу над Германией, за отвагу, за освобождение Праги. Орденом Красной Звезды награждались наиболее отличившиеся бойцы Красной Армии. Именно этим орденом был награжден Кинзировский Виктор Борисович за форсирование и удержание плацдарма под огнем противника. К столетию со дня рождения героя семья Чащиных организовала выставку в 31-й школе. Недалеко от нее жил Виктор Кинзировский. Если бы не орден, то о герое Великой Отечественной войны никто бы не узнал. Выставку проводят уже 2-й раз. Надеются, что объявится хоть кто-нибудь из родственников или знакомых Кинзировского. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.